Всем привет! Пятница, 26 мая на календаре. За бортом просто жара. Я не знаю, что творится у нас с погодой, с природой. Все думал, что это временно, но уже получается вот 10 дней стоит летняя теплая погода. Но сегодня, друзья, утром на утреннюю проверку я не выехал. И этому было две причины. Первая причина — это поступило штормовое предупреждение. И, кстати, не врали. Ветер страшной силы. Вот. Жалко цветы черемухи, которые просто разлетаются. Их просто вырывает. Вот, не знаю, как бы они не полностью еще отцвели, они только пустили цвет. Их просто вырывает с корнями. Вот. Ну а вторая причина — это надо было разделаться с пойманной рыбой, что тоже занимает немало времени. Это надо почистить, помыть, посолить. Третья причина — это нет электричества. Перекусил сухомятку, отключают у нас. Вчера отключали, сегодня, если с помощью пауэрбанка заряжаю аппаратуру, то ноутбук тоже заряжаю с помощью большого аккумулятора титаната, то приготовить покушать, ни газовой плиты, ничего я не взял. В общем, не поехал, дай бог с ним. Поедем вечером, если ветер утихнет. Вот наши тюльпанчики раскрылись. Кстати, вот эти нежные розовенькие тюльпаны были самыми первыми на этой грядке, которые я посадил где-то, наверное, лет 5-6 назад. Потом все это уже прикупали, докупали. Вот они сегодня. Сегодня просто жара, если бы не ветер, наверное, уже была бы сумасшедшая жара. Но, слава богу, ветер помогает с одной стороны. Не будем сидеть дома. Можно делать дела по рыбалке и без лодки. В общем, знаю, что вода падает быстро. Наши ловушки, скорее всего, уже высохли. Пойдем пешочком и переставим наши ловушки. Что есть мальки, перекинем в садок, в тюрьму. Вот. В общем, как-то вот так. Сегодня приедет вечером Ромка. Может быть, наконец-то займемся делами по хозяйству. Может быть, возможно, докопаю грядку, может быть, займемся разборкой сарая. Но вечером обязательно, если стихнет ветер, надо будет съездить на проверку наших продольников. Я понимаю, много рыбы, конечно, сорвется, уйдет, но ничего страшного. На севере вижу огромную темень тучи, так что вот она просто идет огромным фронтом, так что не зря передавали штормовое предупреждение. Правда, оно затянулось с градом, со штормовым сильным ветром, там до 20 метров в секунду, что ли. Я не стал рисковать, думаю, ну и ладно, сорвется рыба, да и сорвется. Не так страшно. Это не сети, которые надо проверять, что рыба там испортится. В продольнике, что рыба попалась, она не испортится. Тем более язю не заглатывает. Но это мы увидимся вечером. А сейчас давайте сходим до наших ловушек и переставим их в более глубокое место. Потопали. Итак, друзья, мы на наших ловушках. Но мы уже опоздали. Смотрите, вчера вода еще была вот до сюда. Сейчас наши ловушки уже все на суше. Естественно, они... Ты смотри, даже немножко есть там еще. Сейчас посмотрим, что там осталось. Но мне кажется, не зря нас предупреждали в штормовом предупреждении. Вон, ураганной силы ветер поднялся. Вон, гром, молния. И мне кажется, все надо делать очень и очень быстро. Сейчас скоро это все начнется. То, что предупреждали. Гром, молния и град. А я раздетый. Все, делаем все быстро и валим. Так, мы сегодня попадем
Сразу пересыпаем все, что попалось. Тихо, 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 тихо. О, 150 мальхопа. Да. Вот об этом нас и предупреждали. Вот такую погоду попасть на реке — это смерти подобно. Ужас, что творится. Ведро снесло. Ужас, 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 ужас. Ужасная погода. Так, посмотрим еще здесь что. Тоже есть. Еще немножко, и они бы еще успели зайти. Так. Здесь мы тоже спасти успели. Так, здесь. Здесь у нас... Ух ты, бляха. Ничегошеньки нет. Один малечек. Один единственный. Да. Попали мы, попали мы, попали. Здесь никого. Здесь. Никого. Да. И здесь. Один малечек. Можно сказать, тоже никого. Все. Вот. То, что нам удалось спасти, это около 15-20 мальков. Ну и то на один продольник. Сейчас мы это дело закинем в воду, где есть еще вода. Ох, что творится. Здесь, надеюсь, она еще не прибудет настолько. Ужас, что творится. Ужас, что творится. Ладно, друзья, пока выключаемся. Когда начнется, сделаем включение. Где началось, не успели. Немножко не успели. А я раздетый. Хотя бы до будки сюда дойти. Фу. Попробуем здесь переждать непогоду. Ну, везет мне, как не знаю кому. Вот целый день дул штормовой ветер, но без дождя и без грозы. Стоило мне только прийти на речку, все, началось. Вон что творится. Коровы, бычки тоже вон убегают. Щемятся от непогоды. Только куда им бежать, не знаю. В воду, что ли, залезть хотят. Тоже, видать, не очень-то и нравится. Спрятались бы под деревом каким-то. Приятного, видать, мало. Хорошо еще будочка эта стоит на берегу. Вон что творится. Вон, друзья, какая непогода. И я раздетый в одних шортах. Красота. Сейчас еще кроме молния будет. А вы представляете, в такую непогоду очутиться на реке? Это все. Это труба. Если не успел доехать до берега, это все катастрофа. Вон порывы до 20, больше даже метра, наверное.
Так что прогноз погоды иногда слушать надо, он не врет. И очень хорошо, что я сегодня не на реке. Ладно, переждем и эту непогоду. Так, ну вот, пока вроде бы здесь прекратилось. И пока новая темень не подошла, попробуем добраться до дому. Хватит здесь торчать. Минут 15 все это продолжалось. В общем, сегодня у нас выходной. Надеюсь, к вечеру все это успокоится, и мы сможем спокойно выехать и проверить наши продольники. Да, ураган наделал делов. Вон, как мы видим, все цветы черемухи. Не все, конечно, но много черемухи лежит уже на земле. Это еще хорошо, что она только-только зацвела. И как бы что-то еще, может быть, останется на ветках. А так вон, которые пораньше зацвели, все цветы вырваны с корнями и раскиданы. Много, конечно, осталось, но вон очень много. Лишь бы дальше не продолжался этот ветер, иначе ветер с дождем, с ураганным, оставит нас без смородины. Фу, блин, без смородины, без черемухи. А черемуха нужна. Какой же рыбацкий напиток без черемухи? Так, ну вроде все на место. Дом стоит. Крыша на месте. Это хорошо. Тюльпанчики выдержали натиск. В этом году они у меня коротенькие. Прошлый год 2, а то в 3 раза были длиннее стебли. Таких бы сразу уже положила. Эти выдержали натиск. Молодцы. Это хоть влаги получили. Все, мы дома. Встречаемся вечером на проверке продольников. Вот, друзья, наступил вечер. Ветер, ураганный ветер наконец-то стих. Но зато вот этот ветер принес тучи. И просто целый день уже идет дождь. Днем он был ливнем. Сейчас просто моросящий дождь. На улице тепло, не холодно, но сыро. Смотрим у нас по воде. Вот вчерашнего дня насколько упала вода. Вот вчера мы ставили. Получается примерно, приблизительно упала сантиметров 30, наверное, опять, если не больше. А так, если берег получается раз, два, почти 3 метра. Опять переставляем нашу палочку, меточку нашу. Будем следить. Вода падает и очень быстро. Как бы даже немножко неожиданно. Так, что у нас с малечками? Малечки есть, и это хорошо. Малечки живы, значит, проверочку мы сегодня сделаем. Ну все, поехали. Сегодня приехал Ромка. Завтра у меня рабочий день. Отработаю. Привезу супругу мелкого. И вся семья будет у нас в сборе. Один день. Будем все в деревне. Только один день. Вот. Но это будет завтра. Увидим. А сегодня поехали проверять наши продольники. Сутки уже язи меня ждут. Что они там были, я даже не сомневаюсь. А кто остался, мы это скоро увидим. Поехали. Так, надеюсь, видно. Первый продольник. Сутки продольники были не проверены. Скорее всего, очень много язей посрывалось. Ну, посмотрим, что мое, значит, осталось.
лапочки. Опа. А первые крючки есть. Здоровый. Лапоть. Когда долго ты ждал меня. Долго ждал. Так. Ладно, сразу мальков перетарим сюда. Так. Рыбу будем складывать сюда. Тихо, 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 будь. А вам свеженькие водички. Все. Теперь все в порядке. Теперь все как надо. Так, что там? Все? Или еще что-то есть? Походу там еще что-то есть, нет? Или это мусор? Нет, 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 еще есть там. Еще один язычек остался. Раз. Два язя. Зов бурзов, инскадан. Красавцы. Лопаточки какие. Лопаточки. Он. Получается, крючок как кукан стал. Вон, видите, да? Вот если бы не так, он бы убежал. А так как на кукане куда он денется с подводной лодки? Ну, при всем желании ему убежать никак. Если бы только губу не порвал. Так что капроновая нитка тоже свои плюсы имеет. Минус это в том, что если что-то попадет и закрутит, то закрутит капитально. А так, как мы видим, мне как-то щука также попадалась. Проглотила и вот так вот. Раз, и как на кукане была. Не смогла даже перекусить. Так, ну что, очень даже неплохо после суточного перерыва-то. Что-то есть. Пока есть. Буйный. Буйный. Может уйти. Раз, не ушел. Еще там есть один. Еще один язычек. Заглотил. Еще один язычек, еще один дружочек попался на крючок. Долго же он болтался, он прыгал и кривлялся.
ты, ух ты. Ух ты, хорошая натяжка. Одного язи вижу, но там одним язем не пахнет. Там их несколько. Раз. Два. Там еще есть. Пока два. Сейчас разделаемся еще с этими сначала. Там еще кто-то дергает. Есть, похоже, еще один. Раз. Молодцы, дождались. Два. Вот он, вот он, вот он. Три. Молодцы. Три язика. Радует глазика. Прыг-скок, прыг-скок. Молодец, молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, красавчик, хорошо. Вот Янскадан. Дождались. Красавцы. Если честно, я даже не ожидал, что столько язык дождется. Уже хорошо. Видно, хоть нет. Так, что-то дергает, что ли? Не пойму. Что-то есть. Язёк один вижу. Вижу язёчка. Вижу дружочка. И все. И один мусор. Ну, хоть один дождался, и то хорошо. Молодец, хорошо, хорошо. Устал, отдохни. Так. Есть язычек. Уставший. Еле-еле душа в теле. Что, попробуем так пойти? Заглотил. Заглотил. Так вот. Угу. Хоть один дождался, и то хорошо. Во-первых, заглотил, а во-вторых, видать, надергался. Накрутил тут, блин. Но дождался. Комарье с каждым... О, там еще есть. Там еще язычки есть. Раз. А мы его не заметили даже.
неплохо. Очень хорошо. Еле-еле уже держался. Если бы не подсак, может быть, и ушел бы. Но сегодня у нас есть подсак. Ну, хорошо, инцидент. Ведерочка растет. Улов в ведре. И выходной сегодня сделали. Ветерок нам помог ураганный. Отдохнуть дал. А так бы еще и утренняя проверка, еще и чистка рыбы. Больше всего добивает, конечно, чистка рыбы. Кажется, дождичек начинается. Но нам он не страшен. Мы в плаще в парке от маркихода. Можно хоть целый день стоять под дождем, ничего не будет. Единственное то, что камера намокнет, вот это да. Видимость, может быть, будет хуже. Такс, раз. Что осталось, что нет? Что-то есть. Идет язык. Идет, он идет. Раз. Когда и здесь дождался. Молодцы. Все молодцы. Ага, понял, почему ты дождался. Потому что ты проглот. Потому что ты заглотила. Вот так вот. Язь вообще редко заглатывает. Обычно берет за губу. Крючки, которые меньше, бывает, берет и за глот. Блин, надо будет комарин брать уже. Антикомарин. Достали. Комари уже жрут. На реке туман появился. Туман, туманище. Туман, туманище. Туман, туманище. Как молоко. А ты ушла с другим. А мне не верится, что ты ушла. Опачки. Ну-с. А здесь пусто, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Или нет? Или не пусто? А здесь зацепа, кусты. Да ладно. Налим, что ли? Не-не-не, что-то... Было двое. Один ушел. Что-то крупный ушел. Что-то крупное ушло на последнем крючке. Или налим, или крупный ясь. Что-то крупная волна была. Завели в кусты.
И поначалу думал, что никого нет. Но потом оказалось, все нормально. На месте. А, это не туман, это... А что это было? Дым? Может быть. Вот прошел. Блин, резко появился, резко прошел. Чудеса. Запах такой зато. Пахнет черемухой. Цветущей черемухой. По всей реке аромат. Просто вдыхаешь полной грудью и как бы хочется еще глубже. Вот так вот бывает такая проверка. Опять пошел дождь. Опять поднялся ветер. Лишь бы он не задул так, как днем поливал. Только нам этого еще не хватало до полного счастья, блин. Вот этого только нам не надо. С ветром проверка вообще жесть, блин. Лодку крутит как хочет, блин. Кольники путаются, блин. Вот это вот что такое, блин, а? Это вообще никакие рамки не уходят, блин. Ну сейчас я закину, а потом на пути опять встанет, блин. Давай, вот. Вставай ровненько. Хотя бы так. Да. Полная Ж. Ну, проверить желательно, конечно. Что-то есть. Что-то есть. Есть. 1, 2. Пока 2 язя вижу. Блин, вообще идти не хотят. Уперлись. Локта. Так, одного взяли. Второго взяли. Взяли обоих. И это хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо. Хорошо. Вот так вот хорошо. Опа. Садимся. Наживляем. Отпускаем. Все как обычно. Только немножко в неблагоприятных условиях. Клюет. Вроде бы клюет. Или показалось, или бутылочка-то тюк-тюк-тюк-тюк клевала. Сейчас мы это проверим. Вот он, кто клюет. Вот он и второй, кто клюет. 2 язя прямо здесь запутались об основную веревку. Вот они-то и клевали. Видно, да? Устали бедолаги. Вот так вот. Веревка длинная. Там еще что-то есть. Сейчас поднимем сначала. Опа, порвал.
Порвал крючок. Крючка там не осталось. Блин, леска порвалась. Веревка длинная. Ези, получается, попали близко. И, видать, поднялись и запутались об веревку. Так, 2 штук мы взяли. Вот здесь вот крючок сейчас порвал сам об лодку. Нет, ушел. Блин, до чего объяжка неудобная при рыбалке на продольнике. Это капец. Вон еще один язёк идет. Пластиковая намного удобнее было. Что, попробуем так поднять? Дадим шанс, которым он не воспользовался. Спокойно, спокойно, спокойно. Ну, неплохо, 3 язя. И у нас уже почти пол-ведерочка. Если честно, не ожидал. Почти сутки, не почти, а сутки не проверял вчерашнего вечера. И еще столько язей остались. Это значит, сколько же было их. Так, тоже запутано все. Ези похулиганили. Вон крючок аж где. Кто-то еще и дергает. Где там, кто там? Где-то об веревку запутано, скорее всего. Вот так вот. Подняли все-таки одного яська. Все запутали. Вот когда вода прибывала, веревку сделал длинную, добавлял. И теперь вода упала, и эта веревка получается, что все путается теперь. Ези поднимают, запутывают основную веревку, и потом вот получается такая катавасия. Сейчас вот как бы надо сделать веревки уже короче или кидать туда, где глубже. Так, здесь распутали, пошли там распутывать. Опачки. Так. Натяжка есть, вижу, езя. Язёчек. Есть дружочек. Раз. Так, что, один что ли? Эх ты. Да. Попался на лемчик и сдох. Был бы белый, как он любил налима. Ладно, отдам коту какому-то соседскому.
Так, ездечек есть. Идет пока. Идет. Опа, какой ты буйный. Опа. Какой ты буйный. А вот второй еще идет. Опа. Молодцы. Молодцы, бойцы. Чего же вы такие буйные-то? Адреналину, что ли, хапнули? Так. Но. Напрочь все запутали, блин. Ладно, сначала этого. Этот. Эй. Ну, отцепили. Тихо. Второй. Так. Отлично. Немножко не попали. Наехали. Наехали на бутылку нашу. Так. Еще немного. Еще чуть-чуть. Так. Натяжка есть. Вижу езя. Раз. Еще там есть езючек. Но сначала закинем этого на место. Так. Зацеп, что ли, я не понял. Вообще не идет. Ага. Отцепился. Два езя. Или что это? Налимчик? Налимчик. Красавчик. Блин, зацепилась. Это собака серая. Раз. Красавчик. Не крупный, но... Опа! Налимчик все-таки пожаловал. Что-то они все меньше и меньше идут. Сначала по холодной воде шли крупные налимы. А теперь до этого был где-то на килограмм. Это, наверное, уже меньше килограмма по-любому. Так, я сюда. И обратно в сачок. Вот такой вот. Ну, на полкило, даже грамм на 400, наверное. Ну, ты заглотил это, во-первых. Во-вторых, там в барабане есть уже твой дружочек. Чуть больше килограмма. Вдвоем вы отлично составите компанию в сковородочке. Со сметаночкой. С помакушкой. Вкусняшка. Налим в жареном виде все-таки самая вкусная рыба. Что не говори. Так. И у нас остался еще один продольничек. И набегает темень.
Надо все это делать быстро. Быстро, быстро, быстро. В принципе, дождя не боюсь, боюсь ветра. Ветер как бы он вообще не нужен. С ветром это мучение, а не проверка продольников. Так, вот. Будем надеяться, что успеем. Быстро надвигается темень. Ой, как быстро. Так. Опачки, 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 опачки. Так. Последний продольник. Крайний, с самого края. Блин, как быстро на улице стемнело из-за этой тучи. Так, ну что у нас там на последнем? Нету ничего. Нет, один что-то вроде бы есть. Один язёк. Не знаю, дойдет, нет. Что, дадим ему шанс? Давай дадим. Которым он не воспользовался. Тихо, тихо, тихо. Вот только путать не надо, туча идет. Все. Вот такая вот дружная компания. Чуть больше половины ведра 20-литрового. Это железное ведро 12 литров. Тут по-любому больше 20 штук. Так что как-то вот так, друзья. Все получилось. Если честно, не ожидал. Теперь наживляем, отпускаем и быстро-быстро убегаем от этой вот тучи. Все. Завтра у меня рабочий день. Постараюсь утром, если позволит погода, выехать на проверочку. И после работы и также вечером сделаем проверочку. Ну а потом будет видно. Так что всем пока, друзья. До новых встреч на канале Коми Рыбак.